Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Астемир Абдрахманов, исследователь, правнук Юсупа Абдрахманова, да? Добрый вечер. Да, вот получается в этом году мы вот столетие образования Кара-Кыргызской автономной республики отмечаем, начиная где-то в 1924 году, начиная с мая по конец октября, вот это все длилось, да, чтобы создать эту автономную республику, область автономную. И вот какие вы хотели бы добавить к этим всему, очень много сейчас говорится, все эти проходят конференции, встречи, Дни культуры были в Москве, в Петербурге, да, в честь вот этого столетия. Какие вы сами же, параллельно сами же делаете некоторые исследования, да? Да. Ну, вообще, это не мои исследования, а более ранние исследования еще, скажем, советских ученых. Это такие, как Семенов, Джунушалиев, затем более молодое поколение, это Зайниддин Курманов, Александр Тузов. Вот. Сам процесс становления кыргызской государственности, он начался еще где-то в 21 году. Вот. В 20-х годах ленинское положение о праве нации на самоопределение обрело, ну, как бы оперилось и обрело новый смысл, по крайней мере, в Туркестане. Многие народы в силу своих возможностей последовали этому процессу. И в стороне кара-кыргызский народ не мог оставаться. Его лидеры также были вовлечены в этот процесс. В работе, научной работе Юсупа Абдрахманова о созыве съезда Кара-Кыргызской автономной горной области есть сведения о том, что, как я уже сказал, этот процесс начался не в 22 году, а в 21 году. Что являлось причиной этому? Это то, что кара-кыргызы были рассредоточены по трем областям Туркестана. Это Сырдарья, далее Семиречье и также Самаркандская область. Вот, и они там представляли меньшинство. И по естественным причинам интересы меньшинства, они всегда игнорируются, что не способствует культурному, экономическому, хозяйственному, политическому развитию нации. Далее был еще такой очень, на мой взгляд, интересный момент. Создание кара-кыргызского объединения способствовало тому, что происходил такой процесс ликвидации басмачества. И вот как бы не казалось это вот удивительным, именно создание этой области способствовало бы уменьшению этого басмачества. В чем это заключалось? В том, что некоторые лидеры басмачества, я подчеркиваю только некоторые лидеры басмачества, ставили одним из условий прекращения борьбы против советской власти создание объединения кара-кыргызов. Вот. Но это только лишь, нужно подчеркнуть, опять же, что это лишь некоторые. Это не волеизъявление всего разношерстного басмачества. И как бы идеализировать тоже это нельзя. То есть не такими уж они были и патриотами. Это было просто одно из требований. А также одним из условий создания кара-кыргызской автономной области, это было противоборство группировок, которые находились в Семиречье, кыргызских и казахских, ну, естественно, в управлении. Каждая из наций хотела в этих условиях, ну, благо своему народу, ну, это естественно. В 2020 году было образовано казахская автономная область со столицей в Оренбурге в составе РСФСР, которая называлась Киргизская автономная область. И руководители казахской, вновь образованной Казахской республики, естественно, хотели как можно лучше обустроить свое территориальное образование. Они выступили с предложением, чтобы Семиреченская область и Сырдарьинская вошла в состав Казахстана. Вот. Постепенно этот вопрос все усиливался, и наступил такой момент, что даже центральное руководство
поддержала это решение. И в этой обстановке лидеры Каракыргызской, тогда еще не было области, но Каракыргызского края не могли оставаться в стороне. Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Чонбашев, Таш Кудайбергенов, Другов, Бурыгин, Абдрахманов принимают решение также вовлечься в этот процесс, понимая, что необходимо действовать как можно ускоренно. Они также ставят вопрос об образовании Каракыргызской горной области. Вот именно этот момент и явился тем, что впервые национальные лидеры заявили о том, что каракыргызы, поддерживая ленинские положения о праве нации на самоопределение, изъявляют свое решение о том, что образовывается национальное, еще не государство, но объединение. А вот в 2021 году какие шаги были предприняты, что вот направлены на вот это создание автономии? В 2022 году Абдыкерим Сыдыков провел первый съезд, да? Да, вот. Да. А в 2021 что было? В 2021 году еще пока шли только, как говорится, разговоры, да. Сами да. процесс. И наблюдали, как все это происходит в других республиках. Вот. Также нужно отметить, что в 2022 году решение о создании горной области не было встречено всеми единодушно. Это были противоборствующие силы, как в Туркестане, так и в Семиречье, а также внутри самого края. Внутри самого края этими лидерами, кто препятствовал образованию Каракыргызской автономной горной области, извиняюсь, Каракыргызской горной области, это был дуэт, можно так сказать, в лице Дюшиналы Бабаханова и Рахманкула Худайкулова. Последний являлся руководителем союза Кошчи. Да. Этот союз Кошчи насчитывал в своих рядах около 40 тысяч участников. Такой политической силы в Туркестане не обладала даже партия большевиков, и поэтому с ними все считались. Вот. Худайкуловцы препятствовали полностью образованию Каракыргызской горной области. Лидеры Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков пытались и боролись за то, чтобы Каракыргызская автономная область вообще не только состоялась, но и вошла в Туркестан. А худайкуловцы вели работу, направленную на то, чтобы эта область вообще не состоялась. И Сырдаринская, и Семиреченские уезды вошли в состав Казахстана. На 13-м Всетуркестанском съезде все-таки принимается решение о том, чтобы провести съезд горной области. На этом съезде делегаты от каракыргызских уездов приняли решение, что эта область будет создана. Было 425 делегатов. Также были представители от Турк-республики, от Семиречья, и также были представители Худайкулова и Бабаханова. Страсти разгорелись просто невероятные. Полемика стала переходить во взаимные упреки, и порой даже дело доходило до рукоприкладства. В конечном итоге сторонники невыделения были изгнаны из съезда. Чтобы сохранить мину при плохой игре, они заявили о том, что им нужно срочно быть на съезде союза Кошчи верным. И они удалились. А съезд начал свою работу без них. И успешно был завершен. На этом съезде впервые прозвучало
то, что народ Кыргызстана своим решением изъявляет волю народа о создании Каракыргызского объединения. К сожалению, этот съезд был разогнан Сталиным, и все его результаты аннулированы. Разогнан или они закончили, а потом, когда направили решение, Да, не утвердили в Москве? Все правильно, да. И именно решение не было утверждено. И мало того, руководство центральной власти для того, чтобы не повторялись такие события, полностью перетряхнуло все среднеазиатское руководство. Все организаторы и участники, ну, те, кто входил в руководящие структуры этого съезда, были наказаны. Было все руководство Туркестана и Семиречья было, его перетряхнули. Были заменены люди в наркоматах, также в других структурах. Но все равно, по заявлению Абдрахманова, этот съезд был подготовительным этапом того, что в дальнейшем была образована Каракыргызская автономная область. В 24 году. Да, уже. в 24 году. И вот постепенно, переходя к 24 году, уже с подачи Кремля вопрос о размежевании Туркестана был на повестках всего руководства республик, которые входили в состав Туркестана. Это Хорезм, далее Бухарская республика и Туркестанская автономная ССР. И к весне 1924 года этот процесс начал активно продвигаться. Ничего не поменялось в политической обстановке внутри самого нашего горного края. Также по одну сторону баррикад оказались Юсуп Абдрахманов и Иманалы Айдарбеков, а по другую сторону это был Бабаханов и Худайкулов. Вот они же писали письма в Москву. Да, Вот. они писали ранее письма в Москву, да. Из-за этих писем не утвердили в какой-то степени. Совершенно верно. Именно за этих писем, из-за этих кляуз, во-первых, все было не утверждено, все результаты были аннулированы, и участники были наказаны. Теперь в данном случае позиция Худайкулова и Бабаханова несколько трансформировалась в угоду сложившейся обстановке. На данный момент они не противились выделению Каракыргызской автономной области, но они изъявляли желание, а точнее выполняли роль своих старших кураторов из руководства Казахстана и Турк-республики о том, чтобы это объединение каракыргызов вошло в состав Казахской автономной области. Что это, как это могло негативно повлиять для каракыргызского населения? Во-первых, в политическом плане Казахстан был таким же слабым, только не так давно созданным объединением. Вот. В экономическом плане Казахстан не обладал какими-то своими экономическими ресурсами. Весь бюджет Казахстана, ну и это не только Казахстана, но и всех автономий, он формировался из бюджета РСФСР. Мало того, он также датировался и союзными финансовыми вливаниями. А сам союзный бюджет почти что на первых порах почти что полностью состоял из бюджета РСФСР. То есть в экономическом плане ничего вхождение в состав Казахстана не давало к Кыргызстану. А также еще нужно отметить то, что в политическом плане это был прямой путь к ассимиляции. То есть более большого этноса, более малым. И вот поэтому сторонники Юсупа Абдрахманова
горячо ратовали и вели борьбу за то, чтобы вновь создаваемая область вошла в состав РСФСР. В 2021 году, когда было празднование 120-летия Юсупа Абдрахманова, по указу президента было поручение найти документы во всех архивах как Кыргызстана, так и соседних республик и РСФСР, связанные с разными вопросами жизни и политической деятельности Юсупа Абдрахманова. И вот благодаря этой работе было найдено вот еще одно, ну так скажем, оно хронологически, оно самое первое письмо, но оно было найдено всего 3 года назад, и поэтому его можно назвать, что оно найдено самым последним. Письмо о том, что Юсуп Абдрахманов обращается к политическому руководству Иосифу Сталину о том, чтобы Кыргызская автономная область вошла обязательно в РСФСР, а не в Казахстан и даже, оказывается, не в Узбекистан. Да. Вот ранее этот момент, он как бы, не был известен. Оказывается, существовали и еще одни политические силы, еще один вектор политических сил, который был направлен на то, чтобы Кыргызская автономная область вошла в состав Узбекистана. Вот у нас книга, вот это, по-моему, сборник. Да, кстати, да. И в этот сборник, который вышел в 2021 году, и вошел этот документ. Одним из тех, кто способствовал нахождению этого документа, это советник президента Кыргызской республики Арслан Капаевич Кайчиев и Зайнидин Карпекович Курманов. И Дулет Сапаралиев тоже готовил вот это. Также и я принимал участие в создании этого сборника. А Юсуп Абдрахманов в это время был уже в Москве, работал, да? В 2024 году нет, Юсуп Абдрахманов еще пока находился здесь. Еще нужно отметить исследование Александра Леонидовича Тузова, что при размежевании Туркестана до того, как была образована Кара-Кыргызская автономная область, Юсуп Абдрахманов выступал с инициативой создания Кара-Кыргызской, Каракалпакской автономной области в составе РСФСР. Но эту идею на корню зарезал Лазарь Моисеевич Каганович. Лазарь Моисеевич Каганович недолгое время в 2020 году и в 2022 году работал здесь, в Туркестане. Вот, и, очевидно, считал себя большим знатоком Красного Востока. Он заявлял, что кара-кыргызы и каракалпаки живут очень далеко друг от друга, и нужно создавать отдельные автономии. А вообще, говорит, с вами, кара-кыргызами, нужно еще выяснить, что вас объединяет, кроме самоназвания. У вас национальная одежда разная, у вас диалект живущих на юге и на севере разный, даже обычаи разных. Юсуп Абдрахманов сразу парировал все заявления Кагановича и привел немало доводов политических, культурно-экономических. Вот. Но основным доводом послужил эпический довод. Юсуп Абдрахманов заявлял, что нас объединяет еще эпос Манас. Эпос Манас льется и на горных сыртах севера, и в степях юга. Этот эпос кыргызский народ пронес в своем сердце через века. И вот этот эпический довод явился одним из основных. И, к сожалению, Каганович не мог знать, что немалая часть каракыргызского населения откачевывает к границам Каракалпакстана. И, значит, это объединение со столицей в кыргызском городе Джалалабад вполне было обоснованным. Может быть, поэтому потом он в дневниках Абдрахманов нелицеприятно написал. Все верно. С этого момента вот началась вражда между Кагановичем и Юсупом Абдрахмановым. Им придется еще не однажды сталкиваться.
И в дневниках, вы правильно говорите, Абдрахманов указывает о том, что Каганович – это актер от политики, о том, что еврейский народ дал немало славных сынов революции, но дал еще и этого. Мгм. И потом Сталин в этих дневниках подчеркнул Да. вот это место и дал почитать Да, Кагановичу. и дал почитать Кагановичу. И Каганович, как вы видели в записке, как говорится, обменялся любезностями по отношению к Абдрахманову. Вот. И затем уже впоследствии, когда Абдрахманов был снят с занимаемой должности, именно Каганович курировал этот вопрос. Сталин был в это время в отпуске, а Каганович, как говорится, вот, отправил свою зондеркоманду в лице Ярославского, Антипова и Шкирятова сюда, в Кыргызстан, для того, чтобы полностью проработать кыргызстанское руководство. Ну и, конечно же, прежде всего, Юсупа Абдрахманова. И после этих событий Юсуп Абдрахманов был снят. Еще что интересно, в это же время здесь находился Николай Бухарин, который уже после, в протоколах его допроса указывает, что он видел Шкирятова, Антипова, Ярославского, и по каким вопросам они здесь находятся, он якобы не знал. Ну, естественно, он, конечно же, лукавил, он прекрасно знал, что они здесь находятся для того, чтобы снять полностью руководство Кыргызской автономной советской А Бухарин просто республики. приезжал Бухарин, отдыхать. Да, приезжал отдыхать. Кстати, Бухарин и до этого, год назад, находился в Кыргызстане, и ему очень понравилось здесь. Вот, и поэтому он вернулся. Он тогда был главный редактор «Правды», да? Да, он тогда уже не был на Олимпе, вот, но еще пока что, так как он имел хорошие, тесные отношения в прошлом со Сталиным, он не был полностью, как говорится, из политического фона, и его еще не убрали. Абдукерима Садыкова после этого сослали работать Да, в Ташкент, кажется. Абдукерима Садыкова сослали работать в Ташкент. И впоследствии Юсуп Абдрахманов добивался приглашения того, чтобы Абдукерим Садыков приехал в Кыргызстан и работал в госплане. Вот. И даже предоставил вагон ему для того, чтобы он смог всей семьей переехать. И вот впоследствии именно это обстоятельство послужило дополнительным обвинением, то, что Абдрахманов не порвал с Абдукеримом Садыковым. Также, кстати, нужно отметить, что впоследствии Абдрахманов, несмотря на все противоречия, посетил Бабаханова и Худайкулова в тюрьме. Вот. И ему это также поставили на вид еще при его деятельности, а затем также припомнили, когда уже, конечно же, Их за что посадили? их посадили, уже у них там причин было очень много, но в том числе и как за антисоветизм. Ага. Антисоветизм был, да? Тоже были расстреляны, да? Так, Худайкулов был расстрелян, Бабаханову удалось избежать расстрела. Удалось избежать расстрела. Он также, конечно же, был подвергнут репрессиям, но ему удалось избежать расстрела. А в Москву поехал работать Юсуп Абдрахманов в каком году? Юсуп Абдрахманов работал в ЦК в 26 году. В 26 году. И как раз вот в это время прорабатывался вопрос по созданию Кыргызской автономной области, опять же, извиняюсь, да, республики в составе РСФСР. Вот. И нужно отметить еще, опять же, следующее обстоятельство. Вот, допустим, некоторые работники в 22 году в Турк-республике, такие как, скажем, Санжар Асфендияров, препятствовали тому, чтобы образовалась Кара-Кыргызская область. А в данном моменте, вот уже в этих политических условиях, наоборот, активно ратовали за то, чтобы была создана Кыргызская автономная советская республика. Вот так вот получается интересно. Вот Асфендияров, Рыскулов активно выступали. Турар Рыскулов? Турар Рыскулов, да. Но чуть позже, скажем, Турар Рыскулов, наоборот, стал активно выступать за то, чтобы Туркестано-Сибирская магистраль
пошла В обход Кыргызстана. Да, в обход Кыргызстана. Вот Интересно. такие вот У нас происходили осталось факты и где-то 4 события. минуты. Недавно книга же вышла в серии ЖЗЛ в Москве, да? Да, вышла книга в серии ЖЗЛ, очень приятное культурное событие как для Кыргызстана, так и для России. Вот теперь уже это третий политический деятель, о ком в таком серьезном издании. Это Чингис Айтматов, Усубалиев, Турган Усубалиев и Юсуп Абдрахманов. Юсуп Абдрахманов. Да. Вы читали уже книгу? Нет еще? Нет, еще пока я жду, когда мне Она предоставят только что представиться. издана Да, и да, еще только буквально, до нас да. не дошла, да? Да, Мгм. совершенно верно. Вот. Ну и у нас осталось где-то 3 минуты до времени. Главные выводы какие могли бы вы сделать? Вот к столетию вот проходит сейчас уже. Главные выводы – это нужно обратить внимание, что какой пример был подан в то время нашими кыргызстанскими лидерами, как они активно боролись за то, чтобы у каракыргызов появилось свое государство. Ведь именно это их работа дала возможность впоследствии, как на крыльях, пронестись и обрести статус союзной советской социалистической республики, что впоследствии дало возможность Кыргызстану стать самостоятельным, общепризнанным государством. В те времена, 100 лет тому назад, такие идеи, они же там и федерализм хотели делать, и демократические такие Да, основы. нужно еще раз отметить, что даже на съезде по образованию горной области некоторыми делегатами уже поднимался вопрос о создании отдельной республики каракыргызов. Они, конечно, шли на большой риск, вот, но вот некоторые отчаянные делегаты делали такие заявления, воодушевленные вообще этим событием, что Ну, и рядом же примеры были. такой Бухарская процесс. республика самостоятельно Да. себя объявила. Да. Казахстан, хотя Да. их тогда называли киргизами, да? Но они создали свою собственную. Да. Туркестанская ССР была. Сначала Кыргызстан был Туркестанской, да, вот этой республики? Да, сначала автономной. просто как край находился там, а затем вот пошел процесс Выделилось. постепенного выделения. Вот такие процессы происходили в то время. Очень интересное время. Хорошо, что вот в этом Исследуется году всё это. да, все это исследуется, что государство обращает на это внимание, и этому вопросу уделяется очень много внимания, что вот столетия празднуются. Это очень полезно, это очень своевременно, это очень нужно подрастающему поколению, да и Для всем, истории? Да, для истории, истории. конечно же, да. Открываются Спасибо. новые факты. Вам Спасибо большое вам спасибо большое. за приглашение. У нас в гостях был Астемир Абдрахманов, правнук Юсупа Абдрахманова. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.